Когда празднуется День семьи, как сохранить любовь и что символизирует ромашка. Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». В России есть свой праздник влюбленных. Праздник влюбленных и любящих, тех, кто идет по жизни вместе, в горе и в радости. 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, то есть всего того прекрасного, к чему, собственно, и приводит это чудесное чувство любви. С самого детства в сказках мы встречали трогательное высказывание «Жили они долго и счастливо и умерли в один день». Оно позаимствовано из известной повести. Произведение, ставшее памятником древнерусской культуры, было написано в XVI веке. 8 июля – день Петра и Февронии. Это день семейный. Кстати, символ вот ромашка. Почему? Как ты думаешь, Паш, почему ромашка – символ семьи? Вокруг солнышка, вокруг Бога все собираются вместе. И семья – это вот как ромашка. И день Петра и Февронии очень интересная была такая история, древняя. Был такой князь Петр, который очень гордился, но он все-таки был очень честный, хороший, храбрый, и он победил змея, и капля этой крови змея попала на него, и он заболел болезнью, проказом. И вот у него все тело покрылось язвами, он никак не мог вылечиться. Ему сказали, что вот в какой-то там деревне живет такая девочка, которая травница, которая травками лечит. Он приехал, он был очень гордый князь такой, и говорит: вылечи меня. Она говорит: женишься на мне, вылечу. Он пообещал. Сказал: да, на самом деле про себя думает: ну чего же я на простой девушке женюсь. Она его вылечила, на одну язвочку ему оставила. Ему снова заболел, снова приходит к ней. Она говорит: выйдешь за меня, ты возьмешь меня в жены? Ему уж пришлось взять. И он так ее полюбил, что когда все бояре возмутились, сказали: ты князь, женился на какой-то простолюдинке, на простой, не нужен нам такой князь. Выбирай, или жена, или княжеский престол. Что выбрал князь, как вы думаете? Что он выбрал? Жену он выбрал, он с ней уехал в далекий остров, а все бояре передрались между собой за власть и приехали к нему, стали просить: стать нашим властителем, приди к нам снова владеть нами. И вот он пришел, и они правили очень долго, очень счастливо, и умерли в один день, и считалось, что они даже хотели быть похоронены в одном гробу. Их все время хоронили, они перед смертью приняли монашество, он ушел в мужской монастырь, она в женский монастырь. Но когда они умерли, их похоронили, конечно, в разных местах, а когда посмотрели, они в гробу были вместе. То есть они даже после смерти вместе были. И поэтому это символ семейного такого благополучия. Семья – самое важное из всего необходимого человеку. Она является обязательным атрибутом счастья. Независимо от наличия множества нулей на банковском счету, уймы несерьезных увлечений и тысяч друзей, без самых близких и родных жизнь кажется неполноценной. Конечно, семья – это самая большая ценность в жизни каждого человека. И, конечно, у нее есть свое особенное устроение у здоровой, хорошей семьи. И в православной семье главным должен быть в семье Бог. Далее в иерархии стоит супруг, муж, потом жена и, конечно же, народ, дети. От мамы только требуется любовь и ласка, а также, скорее всего, умение сглаживать какие-то острые углы между детьми и умение прощать. В семье самое главное, мне кажется, это умение прощать. Мне иногда кажется, что семья – это как мешок с острыми камнями. Когда идешь, несешь этот мешок, камни трутся между собой и вот перетираются. Если они не подотрутся к себе, то они, в конце концов, мешок прорвут, наверное, и высыпятся, и тогда вот семья распадется. А если с терпением все подойти к этому, любые камни, любые острые углы можно стереть, семья целая останется. Папа за все должен отвечать. Вот, на нем самая большая ответственность. И поэтому мама должна его как можно больше во всем поддерживать, потому что на него самый большой груз ложится.
Ну а мама, конечно, она и создает уют в семье, занимается воспитанием детей наряду с папой, конечно. Папа тоже занимается воспитанием детей. Но у нее больше возможностей вникнуть в самые мелкие нюансы, что происходит в школе, что происходит с друзьями у детей. И потом вместе эти вопросы решаются. В православных семьях детям отводится ключевая роль. Они скрепляют союз родителей, становятся их гордостью, поддержкой в старости, продолжателями рода. Не зря в старину говорили, что мальчики – это Божье благословение. Мама у меня, она заботливая, она поддерживает всегда в трудной ситуации, в трудной минуте. Папа у меня сильный, умный, ну, как мастер на все руки, можно сказать. Ну, или почти все может. Он добрый, заботливый. Ну, я думаю, он должен помогать ей, защищать ее, должен любить, оберегать. Любовь в семье, сохраняется взаимопомощью, все друг другу помогают. Если у кого-то там, у одного человека в семье появилась какая-то проблема, то эта проблема является проблемой всей семьи, и эту проблему решает вся семья. Но я думаю, что сыновья – это в первую очередь защитники. Они должны помнить, что они защитники своей семьи, своих близких, своей родины и своего государства. Они воины, и они в будущем тоже должны занять ведущую такую вот роль в создании своей семьи. Ну и для этого тоже нужно обладать определенными качествами. Вот. Поэтому мальчики должны, во-первых, много уметь, быть сильными, уметь быть внимательными, заботливыми, снисходительными, уметь принимать, самое главное, уметь принимать решения. У каждого своя мама, и каждый гордится своей мамой. У моей мамы есть такие качества, то, что, у других таких нету. Она очень добрая, она прощает очень часто. Всегда помогает, если нужна помощь, она поможет. Также она очень заботливая, то, что это нужно отметить вот прям крупным планом. То, что она очень заботливая, очень любящая. А папа у меня очень крутой. Он о нас тоже очень заботится, и вот сейчас вот строим дом, и это все благодаря папиным заслугам. Нет, давай с этой стороны. Стараться концентрировать свое внимание на положительных чертах своих близких людей, потому что их всегда много, этих положительных моментов, какие-то недостатки наши, Господь нам сказал, что мы должны терпеть, носить немощи друг друга, вот, но и быть снисходительными не только к своим немощам, но и к немощам других людей, и своих ближних в том числе, стараться дарить радость им, близким людям, воспитывать уважение друг к другу в детях, уважение к старшему поколению, к родителям. Я думаю, вот это вот очень важно. Семья – это теплый дом, жена и муж, дети и родители, дедушки и бабушки. Это любовь и заботы, печали и радости, традиции и привычки.
Это близкие друг другу люди, которых объединяют чувства, интересы, идеалы и отношения к жизни. Нет, он-то большой, да. Угу. Паш, ну и ты давай помогай. У кого-то действительно мужчина именно глава. За все отвечает, все. У нас как-то мы переплелись, то есть две половинки одного целого. Вот мы прожили и долго, и достаточно счастливо. Вот именно такой должна быть жена, как моя жена, супруга. Умная, талантливая, ну и достаточно и добрая, ласковая. Ну, все в свое время, да, на своем месте. Причем у каждого своя сфера влияния. Ну, а в итоге получается довольно гармонично. Ну, ты с Пашей. Да, вот это вот как волосики, чуть-чуть посадить краешки, волосики все, потом крылышки, платьишко можно не трогать. Мне кажется, семья – это действительно единое целое, и определить, где конкретно глава. В какой-то момент у меня Сергей может приготовить обед, когда я творчески там увлекусь, он спокойно может пойти приготовить обед и полы помыть. В какой-то момент я могу, если он занят что-то. Но основные функции мужские, естественно, он делает. Главного у нас конкретно, чтобы во всем был такие, знаете, вот муж, который вот он глава, он все диктует, все делает, жена робко все подчиняется. Такого нет. У нас все вместе. Вот 40 лет мы прожили, потому что мы, ну, наверное, действительно как две половинки. Вот повезло, нам Бог дал такую вот возможность. Я каждый раз говорю: спасибо, Боженьки, за Сереженьку. Потому что у нас совпало так очень хорошо. Причем, когда мы соединялись вместе, мы не были воцерковленными. И я у Бога не просила супруга, как сейчас вот надо просить супруга тогда. Но Бог, видно, как-то увидел и соединил нас на 40 лет уже вместе. У меня отец был, в общем-то, любил заниматься краеведением. И вот он сидел в архивах и искал. И он выдрал с мясом все метрики. И у меня есть свидетельство о рождении отца, свидетельство о крещении, свидетельство о венчании бабушки, свидетельство о том, как она окончила институт Василий Островский. Вот это все есть. И он все это собирал, делал запросы, в архивах сидел, и он докопался до Ивана Грозного. То есть в 1574 году при Иване Грозном, вот как раз сегодня мальчишки смотрели мультфильм про взятие Смоленска, крепость щитом и мечом. Вот, оказывается, мои предки, это вот при взятии Смоленска были взяты польские дворяне и шляхтичи, взяты в плен были. Но они были очень интересны. Видно, они сразу приняли православие, очень понравились Ивану Грозному, потому что он построил специальный город Мензелинск, куда поселил всех этих поляков, 240 человек, с черным знаменем, с белым знаменем. Я еще не выяснила, что это значит, черное-белое знамя. Но вот эти поляки, и он им очень доверял, он дал им земли, дал им дворянство, подтвердил их дворянство польское, деньги, и потом вместе с своим родственником Иваном Нагим прислал в Уфу строить Уфимский Кремль. Так что мои предки строили Уфимский Кремль. Конан и Лазарь Дударь, отец их Кондратий Дударь. Вот они строили Уфимский Кремль. Мне очень хотелось своим вот потомкам, чтобы они знали, как люди жили, как венчались. Недаром раньше до 7-го колена нужно знать своих предков. И раньше это было, до 7-го колена именно знали. И когда дети выходили замуж или женились, то родители не зря ходили в ту семью, узнавали бабушки, дедушки. Сейчас никто не знает, думает, вот он наркоман, я его перевоспитаю, он такой хороший муж будет. Не зря узнавали, пьет ли у него отец, кто у него то. И сейчас многие думают, что вот он шофер, а я вот с высшим образованием. Но мы вместе будем нормально жить. Он китаец, я русская, мы будем вместе. Нет, это не потому, что он хуже, я лучше, а потому что интересы разные, вера разная, менталитет разный. И недаром люди, родители все это смотрели и говорили, да, вот ты этому подходишь, а вот это тебе подходит. И у меня так как раз получилось, что я дружила с 5 парнями, приехал домой, дед у меня со всеми с ними переговорил, а потом мне говорит, вот на этого обрати внимание, а это все вот тебе не то. А до этого мы просто дружили. То есть недаром наши бабушки, дедушки, мама, папа, они очень умные, очень опытные, они не зря советовали, благословляли. Поэтому нужно ждать благословения родителей. Нужно советоваться с родителями. Молодые сейчас не советуются. Вот это вот большой минус, что дети пытаются сами. Мы сами. Наши ошибки, наши грабли. Но эти грабли потом капитально стучат и по родителям, и по ним, и по детям. Поэтому вот надо слушаться родителей.
Семья была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений. Человек только в семье может получить тепло, любовь и ласку. Так вот держи. Семья создается для того, чтобы вместе спастись. Я тоже недавно об этом узнала, что в семье не главное нарожать детей, и даже не главное воспитать детей, а главное вместе с мужем спастись. То есть мы соединяемся с ним вместе, чтобы вместе спастись и помогать друг другу. А если мы спасемся, то дети, естественно, тоже. Спасись сам, вокруг тебя спасутся. Так вот, символ семьи – соединиться вместе для спасения души. Сегодня мы с вами поговорим о человеке, имя которого сейчас забыто, но в 50-х годах оно было известно не только в Советском Союзе, но и далеко за пределами нашей Родины. Виктор Иванович Чукарин. Гордиться боевой славой нашей страны не только можно, но и должно. В этом убежден протоиерей Виктор Иванов, руководитель православного военно-патриотического клуба «Александр Невский». Он вместе с командой единомышленников, курсантами объединения, создали видеопроект «Воины духа». Во время боев в Полтаве он был ранен и взят в плен. В концлагере Занбюстель его имя заменили на номер 10491. Современная молодежь увлекается гаджетами и много времени проводит в социальных сетях. Организаторы проекта решили использовать стремление к современным технологиям и предоставить молодым людям интересные и полезные видеоролики. Осенью 2018 года мы в очередной раз выиграли грант фонда президентских грантов на проект «Воины духа». Изначально он именовался «Я православный воин и спортсмен». Потом мы решили, все взвесив, переименовать, потому что «Я православный воин и спортсмен» немножко давало такие узкие рамки. Мы решили эти рамки расширить, чтобы иметь более широкое направление для наших видеороликов. Изначально планировались ролики, обучающие, как создать или организовать работу военно-патриотического клуба или спортивной секции при православных приходах, при воскресных школах. А затем появилась идея в этом проекте еще рассказывать о подвигах наших соотечественников, о подвигах воинов православной церкви, тех воинов, которые были причислены к лику святых. У нас как-то вот вбивается в головы людям, что православие – это религия каких-то немощных бабушек, старых людей, таких недалеких умом и разумом людей. И мы решили опровергнуть эти утверждения, решили показать на конкретных примерах, что православие – это религия сильных людей, умных, мужественных людей, героических людей. Потому что в истории нашей церкви есть сон людей, причисленных к лику святых, которые являются воинами, которые воевали за свою родину, которые воевали за свою веру. Но когда вставал вопрос отречения веры или смерти, они выбирали смерть, не отрекаясь от веры. В то же время мы хотим показать не только подвиги православных христиан, мы хотим показать подвиги тех людей, которые вообще жили в нашей стране. Это Отечественная война, это Афганская война, Чеченская, Сирия. У нас в итоге было отснято на данный момент 12 роликов, где мы рассказывали о 9-й роте, о 13-й заставе, о пионерах-героях, офицерах, погибших в Сирии. 90-е – время развала великой страны, раздирания ее на множество мелких осколков, время предательства, забвения, измен и прочего-прочего. Но именно в это время оставались люди, которые были верны своему долгу,
своей воинской присяги. Одними из этих людей были и пограничники 12-й заставы Московского погранотряда. Вечная память погибшим воинам. Много лет оставшимся в живых. С нашим видеопроектом мы выступали перед студентами, перед учащимися различных учебных заведений. Им представлялись видеозаписи, которые были нами сняты. Вот. Затем происходило обсуждение этих роликов, обсуждение подвига, героизма тех людей, которых они видели на экране. Я подозревал, конечно, догадывался и видел, что не все у нас так гладко, что любовь к родине у нас не является идеалом, что воспитание патриотическое находится на низком уровне. Но вот общаясь именно в рамках этого проекта со студентами, я убедился, что у нас, оказывается, гораздо все хуже, чем я думал. То есть студенты, которые заявляют о том, что во время войны они быстро покинут пределы нашей России в любую другую страну. То есть они даже не собираются ее защищать. И еще был момент, когда, значит, по нашим выступлениям, по нашим беседам была проведена письменная работа, и один человек написал, что все это ужасно, весь этот патриотизм, то, что заставляли малолетних детей воевать, погибать за эту какую-то родину. Вот, мы могли бы нормально жить, как бы не надо было воевать, не надо было сопротивляться. Ну, то есть какие-то такие либеральные взгляды, которые выдаются за истину, что надо было сдаться, не надо было воевать, не надо было проливать кровь. И мы бы сейчас жили, как вот Франция, как Германия, очень богато, свободолюбиво. Конечно, были дети, которые с восторгом это все посмотрели, которые сделали правильные выводы. Нашей молодежи не хватает ярких примеров, настоящих примеров, невыдуманных. И вот мы этими роликами пытались как раз вот встряхнуть молодежь, чтобы они задумались. Ну и в рамках этого проекта мы специально, конечно, сделали страницу ВКонтакте, называется она также «Воины духа». Там мы выкладываем эти ролики, вот те ролики, которые еще были до этого проекта под названием «Я православный воин-спортсмен». Вот. Сейчас мы немножечко на небольшое время изменили там сюжет, немножко сняли о том, как мужчина должен заниматься, вот, что на любом месте можно тренироваться подручными средствами. Вот. А в дальнейшем мы опять продолжим съемку этих сюжетов, то есть будем рассказывать и о наших героях, и о том, как мальчикам, мужчинам становиться настоящими сильными воинами, вот, гражданами своего Отечества, что мы должны своим Отечеством гордиться, радоваться о нем, никогда его не стесняться. Вообще 3 вещи, которые никогда человек не должен делать. Он не должен никогда стесняться своей веры, своих родителей и своей родины. Он должен ими гордиться. Вот это мы пытаемся донести через наши видеосюжеты. Мы форму носили, на жизни учили, и страхи ломать, как хребет у врага. И смерть нас косила, но русская сила в победах вершины сурово брала. Работаем, мужики. Забьется